Здравствуйте. Это видео снято для людей с нарушениями слуха. Группа видеороликов называется «Азбука права». Все видео подготовлены с учетом пожеланий глухих и слабослышащих людей. Мы постарались, чтобы жесты и слова были понятны каждому человеку, у которого есть инвалидность по слуху. Мы будем говорить на жестовом языке. Внизу экрана вы можете прочитать субтитры, а для слабослышащих мы добавили голосовые комментарии. Наше видео сопровождается иллюстрациями, которые помогут вам лучше понять соответствующую тему. Пособие. Образовательное видео для глухих и слабослышащих людей. В этом видео мы расскажем о том, что такое пособие, про его виды и о порядке его получения. Что такое пособие? Пособие – одна из форм материального обеспечения населения. Пособие назначается в случае заболевания, травмы, по беременности и родам, при потере работы и в других случаях. Виды государственных пособий. Первое. Единовременная выплата при рождении каждого ребенка. Балага Сюнчу – 4000 сомов. Второе. Ежемесячное пособие нуждающимся гражданам, семьям, имеющим детей до 16 лет. Үй Булогек Мок – 500 сомов. Третье. Ежемесячное пособие лицам, не имеющим права на пенсионное обеспечение. Социальное пособие. Пособие по беременности и родам. Если вы решили родить ребенка, знайте, что по закону вам полагается единовременное пособие по беременности и родам. Пособие по беременности и родам за весь период выплачивается работодателем. После представления работодателем отчета в органы социального развития эта сумма пособия возмещается работодателю из республиканского бюджета. Основанием для выплаты пособия по беременности и родам является больничный лист. Он выдается медицинским учреждениям за 70 календарных дней до родов. Пособие на содержание детей. Дети из малообеспеченных семей имеют право на ежемесячную финансовую помощь от государства. Она невелика, всего 810 сомов. Получить ее могут только те семьи, в которых на каждого человека приходится не более 900 сомов совокупного дохода. Для получения выплат необходимы: документ, удостоверяющий личность, анкета заявления, сведения о совокупном доходе семьи, где на каждого приходится по 900 сомов максимум, справка о составе семьи, пособие по безработице. Размер выплаты составляет 250 сомов в месяц. Для получения этих денег необходимо представить справку об отчислениях в социальный фонд и о том, что вы стоите на учете как безработный. Пособие вследствие получения травмы. Ежемесячная выплата из-за травмы, полученной во время работы, составляет от 1000 до 2000 сомов. Чтобы получить эту сумму, необходима справка об инвалидности. Пособие для неработающих пенсионеров. Кыргызстанцы, которые никогда не делали отчислений в социальный фонд, получают пособие по старости. Сумму этой выплаты можно посчитать от гарантированного минимального уровня потребления
отнять совокупный доход семьи, поделенный на всех членов семьи. Пособие на похороны. Получить эту выплату могут все граждане. Ее размер составляет от 1000 до 7000 сомов. Копии документа, удостоверяющего личность лица, осуществившего погребение, либо копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копии патента индивидуального предпринимателя, осуществившего погребение. Страховая справка, выданная органами ЗАГСа. Копия свидетельства о смерти. Реквизиты банковского счета, на который будет производиться выплата. Назначение ежемесячного социального пособия. Ежемесячное социальное пособие назначается нетрудоспособным лицам при отсутствии права на пенсионное обеспечение. Первое. Детям с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет. Второе. Лицам с ограниченными возможностями здоровья с детства 1, 2 и 3 групп. Третье. Лицам с ограниченными возможностями здоровья 1, 2 и 3 групп. Четвертое. Пожилым гражданам, мужчинам по достижении возраста 65 лет, женщинам по достижении возраста 60 лет. Пятое. Матерям-героиням по достижении возраста 55 лет. Шестое. Детям в случае потери одного родителя. Седьмое. Детям в случае потери обоих родителей. Восьмое. Детям, рожденным от матерей, живущих с ВИЧ-СПИДом, до достижения ими возраста 18 месяцев. Куда нужно обращаться для получения пособий? Заявление на назначение ежемесячного пособия подается в органы социального развития по месту жительства прописки граждан. Благодарим за внимание.